Слава Богу о том, что в нашей жизни есть основания, в нашей жизни есть источник силы, это Иисус Христос, в которого мы веруем и можем прийти в любое время, в любой ситуации. И принести Ему все, что у нас есть, для того, чтобы просить Его о помощи, если мы нуждаемся в чем-то, или благодарить Его, если что-то хорошее в нашей жизни происходит. Я думаю, что хорошего тоже очень много происходит в нашей жизни, когда нам есть за что благодарить Бога. Не все время же только плохо, когда мы чего-то просим и жалуемся, и говорим: «Господи, помоги». Но все же Бог дает хорошие дни, хорошее время, обстоятельства, и самое главное — видеть, да, и быть человеком с благодарным сердцем, сказать спасибо Богу за то, что что-то произошло. Может быть, незначительное, может быть, не такое масштабное, не такое поворотное событие, которое не изменило твою жизнь. Ты не стал жить в другой стране, да, где круглый год лето, и люди ходят в одних шортиках. Но пришла зима, и слава Богу, как написано в Библии, время смены времен, оно никогда не прекратится, пока существует эта земля. И пока человек, он все в поисках каких-то технологий, в поисках чего-то более высшего, ценного на этой земле, жизнь, она продолжается. И мы живем и не знаем о том, что нас ожидает впереди. Потому что это не во власти человека знать свое будущее. Но я знаю, что многие, наверное, хотели бы узнать: Господи, а что же будет в моей жизни через 5 лет? Что меня ждет впереди? И вот конкретного ответа нету, что тебя ждет через 5 лет впереди. Но есть ответ в Слове Божьем о большем, о вечности, которая нас ждет. О том, что она будет с Богом для всех людей, которые веруют в Иисуса Христа. И та жизнь, которая будет на этой земле, она будет вместе с Богом. Важно пройти ее всю до конца и сохранить веру в своем сердце, веру в Господа, веру в Его жертву, веру в Его кровь, несмотря ни на никакие события, которые происходят иногда на этой земле, которые иногда, может быть, приводят нас к таким мыслям о том, что какие-то другие основания могут быть в нашей жизни. Или что-то происходит, то, что мы не можем себе объяснить. И такое будет всегда, оно происходит всегда. Мы периодически, может быть, переживаем такие моменты, когда не чувствуем какого-то основания под собой, когда мы не понимаем, что происходит, зачем это вообще в моей жизни происходит. Но слава Богу за то, что у нас есть Божье Слово, у нас есть Бог и вера, когда можем прийти к Богу с открытым сердцем, как Его дети. И написано, что Бог с искренними поступает искренне. Бог, Он всегда принимает нас, всегда ждет. И что меня вдохновляет о том, что написано в Библии, Его любовь к нам не изменяется. Может быть, меня кто-то перестал любить. Может быть, я поругался с ребенком, да, ему что-то запретил, и он изменил свое отношение ко мне, обиделся на меня, как на родителя. Может быть, кто-то из вас, с кем-то я не поздоровался или не поздравил с днем рождения, тоже скажет: вот, все, не буду с ним здороваться. Затаил какую-то обиду. Ну, разные могут быть причины. Вы знаете, вот это по-человечески мы иногда делаем выводы по каким-то отношениям, по поступкам. А Бог, написано в Слове Божьем, тот, который всегда любит, который всегда открыт, несмотря ни на что, то, что мы делаем. И даже если мы что-то делаем не так, как должны делать, как христиане, как дети Божьи, как верующие люди, Бог все равно продолжает нас любить. И в этом Его особенность. И в этом Его
пример и образ для нас о том, каким мы должны быть по отношению к людям, по отношению к друг другу. Несмотря на то, что делает другой человек, я должен оставаться открытым, прощающим и любящим. И, конечно, для этого нужны силы, для этого нужны решения. Этого нужно придерживаться. Не всегда легко быть таким, когда ты сталкиваешься с каким-то противлением, с непониманием. Это нужно преодолевать. Но это есть христианство в нашей жизни, когда мы можем проявлять свою веру в своей жизни. И с утра давайте прочитаем Псалом 33. Псалом с 12 стиха. «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши его к воплю их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцем, и смиренных духом спасает. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет». Хороший псалом, хорошие обетования. Вы знаете, иногда мы читаем Библию, и вот я прочитал, исследователи относят этот псалом к тому времени, когда Давид убежал от Саула и был у царя Гевского. Это 1 Царств, 21 глава, она как раз описывает сюжет, когда был написан этот псалом, как говорят исследователи. Это были трудные времена в жизни Давида, когда ему приходилось спасаться, когда его хотели убить, когда его хотели найти. И даже для того, чтобы спастись, ему притворилось стать безумным, пустить слюну по бороде, рисовать на дверях какие-то образы, так написано в Библии, для того, чтобы его приняли за сумасшедшего, для того, чтобы он мог уйти, и для того, чтобы его не убили. И в это время он искал спасения. И поэтому, когда ты понимаешь то, что у человека решался вопрос жизни и смерти, он ищет Господа и говорит в этом псалме: «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает». То есть он продолжает уповать и верить на Бога, несмотря на ту ситуацию, которая критическая в его жизни. И поэтому Библия — это не книга про людей, у которых благодаря вере в Бога сложилась какая-то безоблачная жизнь на этой земле и жизнь без проблем. Но Библия — это книга про людей, которые попали в трудные ситуации и обстоятельства, но благодаря Богу смогли их преодолеть. Поэтому всегда мы должны понимать о том, что мы не можем отменить правила жизни на этой земле. Вопросы добра и зла, которые происходят и с которыми мы сталкиваемся. Но как раз-таки Бог дает нам веру и дает нам силы для того, чтобы в разных обстоятельствах мы могли уповать на Него. Мы не знаем, какие сегодня обстоятельства проходят ближние из нас. Хорошие или плохие, солнечные или дождливые. Но важно о том, что во всем времени Бог всегда близок к человеку, Бог всегда близок к нам. Поэтому давайте, как Давид, у которого тоже были хорошие времена, когда его встречали тысячи людей, которые говорили, что ты хороший царь, ты победитель, завоеватель, да?
Это было хорошее время, наверное, в его жизни. Но время изменилось, и когда он притворялся сумасшедшим для того, чтобы спастись. И такое тоже бывает. Поэтому жизнь, она непредсказуема. Но Бог, Он верен своим словам, своим обетованиям и своим замыслам о каждом из нас. И если Он однажды пожелал, чтобы мы были спасены, то это желание Он хочет исполнить до конца. Будем ли мы верны вере, которую мы получили? Поэтому давайте обратимся к Нему, помолимся, благословим сегодняшнее собрание и будем искать Божьего лица, Божьей мудрости на этом месте для того, чтобы наше сердце, оно открывалось для Него, о том, чтобы наши мысли, они изменялись, и мы испытывали работу Святого Духа в своей жизни, и как проводили инвентаризацию внутри себя от того, что уже нужно, может быть, списать, убрать какие-то обиды, какие-то разочарования, неудачи, и взять что-то новое в свое сердце для того, чтобы пойти вперед, не жить прошлым, но двигаться будущим. Отец Небесный, Господь, я благодарю Тебя за это воскресное утро, Боже. Спасибо Тебе за каждого из нас, Господь. Я благодарю за то, что Ты любишь каждого из нас, и Ты пролил свою драгоценную кровь на Голгофском кресте, Господь. И христианство — это крест, это жертва, Господь, которую Ты совершил во искупление и спасение жизни каждого из нас, Господь, для того, чтобы мы имели будущность и надежду, Господь. Несмотря на то, что, Господь, в нашей жизни мы не можем знать, Господь, все обстоятельства, которые будут происходить, Господь, но мы уповаем и хотим, Господь, просить Тебя о том, чтобы Ты укрепил нашу веру, Господь, о том, чтобы Ты давал нам, Господь, силы идти за Тобою, Господь, во все времена, Божьи. И сегодня мы собрались для того, чтобы поклониться Тебе, Господь, и прославить Тебя от той веры, которая есть в каждом из нас, Господь. Принести Тебе жертву хвалы и благодарения, Боже. Я благодарю Тебя, Отец Небесный, за то, что Ты милостивый Бог, Господь. И Ты помог Давиду, Господь, как мы читали, пройти через эти трудности, Господь. И также и сегодня, Господь, если кто-то сталкивается с трудностями, если кто-то сегодня преодолевает какие-то барьеры, препятствия, Господь, мы молимся, Боже, будь рядом. Пусть Твоя помощь придет, Господь, и поддержка для каждого человека, Господь, который сегодня ищет и ожидает от Тебя, Господь, помощи. Мы просим Тебя, Господь, будь милостив. Благослови наше собрание, будь здесь, Господь. Мы собрались во имя Твое, Боже, Господь, для того, чтобы Ты был посреди нас, Господь. Мы хотим быть церковью Твоей, Господь. Домом молитвы, как написано в Слове Твоем, Господь. Мы собрались для того, чтобы молиться и славить Тебя, Господь, и превозносить Тебя, потому что Ты есть Царь царей и Господь господствующих. Мы почитаем Тебя, Господь. Спасибо Тебе, великий Бог. Благослови тех, кого сегодня с нами нет, Господь, по разным причинам. Наших братьев и сестер, Господь. Кто-то в поездке, кто-то дома, кто-то размышляет. Мы просим Тебя, Господь, благослови, будь с каждым, Господь. И дай пройти, Господь, разные времена, Господь, для каждого. Дух Святой, пусть Твое утешение будет с каждым из них, Господь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Будьте благословенны, будем прославлять Господа, ибо Он на этом месте, и Он, наверное, пришел сюда самый первый. Аминь. Он пришел, он и не уходил, наверное. Не знаю, как Бог может ли прийти, он может, наверное, проявиться. Давайте будем жаждать этих проявлений, проявления Бога, ответов, голоса Его, чтобы слышать Его. Он сказал, что придите ко мне, все жаждущие, и я напою вас. И давайте пусть эта жажда, она будет в нас как-то проявляться, в нашем пении, в хвале, в наших молитвах, в нашем обращении к Нему. И я верю, что Он будет по этой жажде нам открываться. Амин. Давайте будем это от всего сердца делать. Аллилуйя. Господь, мы славим Тебя. Мы
приходим к Тебе с жаждой в наших сердцах, с жаждой познать Тебя, с жаждой, Господь, встретиться с Тобой, быть с Тобой и быть похожими хоть чуть-чуть на Тебя. Напои нас, Господь, живой водой. Напои меня живой водой, утоли жажду мою. Я хочу нырнуть с головой в глубокие воды Твои. Я хочу нырнуть с головой в глубокие воды. Аллилуйя, 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 святому Богу хвала. Аллилуйя, аллилуйя, святому Богу хвала. О, хвала Тебе, святой Бог, мы поем Тебе, аллилуйя, ведь Ты источник нашей жизни. Ты источник жизни моей, у Тебя, Господь, живая вода, океан Божьей любви с избытком наполни. Океан, океан Божьей любви с избытком наполни. Аллилуйя, 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 святому Богу хвала. 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 Аллилуйя. Мы славим Тебя, мы радуемся в Твоем присутствии, чудесном присутствии. Живой великий Бог, напои, напои меня живою водой, утоли, Господь, жажду мою. Я хочу нырнуть с головой в глубокие воды Твои. Я хочу нырнуть с головой в глубокие воды Твои. Источник, Ты источник жизни моей, у Тебя, Господь, живая только у Тебя океан Божьей любви наполни меня. Океан, океан Божьей любви с избытком наполни. Аллилуйя, 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 святому Богу хвала. Аллилуйя, аллилуйя, святому. Аллилуйя, святому Богу хвала. Аллилуйя, аллилуйя, святому Богу хвала. Аллилуйя, великий святой Господь. Аллилуйя, 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 святому Богу хвала. Тебе, святой, хвала. Аллилуйя, святому Богу. Аллилуйя, 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 святому Богу хвала. Аллилуйя, аллилуйя, святому Богу хвала. О, прославь Его достоин. Слава Богу, мы здесь снова, Господь. Мы можем благословлять Тебя и благодарить за все, Отец Небесный. Слава Тебе, святой Бог. Аллилуйя.
Тебя, Господь, открываем свои сердца пред Тобой, Господь. Мы жаждем Тебя, мы жаждем Твоего присутствия, Господь. Мы нуждаемся в Тебе в каждое мгновение нашей жизни. Очисти наши сердца, Господь, очисти, Иисус. Очисти, Господь, заживи эти раны, если они есть в наших сердцах, Господь. Иисус, мы жаждем Тебя, как реки воды живой, мы жаждем Тебя, Дух Святой. Аллилуйя. Жаждем Тебя, Иисус. Сердце чистое, сотвори во мне и своей живою водой сердце мое омой. Сердце чистое, сотвори во мне и своей живою водой сердце мое омой. Реки воды живой, реки воды живой, реки воды живой, это Дух Святой. Реки воды живой, реки воды живой, реки воды живой, это Дух Святой. Love,
и сестры, давайте принесем наши дары любви. Пусть Господь благословит каждое сердце дающее. Аллилуйя. Господь, в Тебе мы нуждаемся, Тебе поклоняемся. Тебя мы любим, Тебя мы славим. Ты один достоин всей хвалы. Дух Святой, в Тебе мы нуждаемся. Дух Святой, в Тебе я нуждаюсь. Дух Святой, Тебя ожидаю. Прикоснись, мое сердце открыто. Наполняй своей силой, славой, Дух Святой. Дух Святой, только в Тебе я нуждаюсь. Тебя ожидаю, Дух Святой, Тебя ожидаю. Прикоснись, мое сердце открыто. Наполняй своей силой, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ищу Тебя, Дух Святой, аллилуйя, аллилуйя. Дух Святой, Тебе поклоняюсь, Тебе поклоняюсь, пред Тобой сердце смиряю. Прикоснись ко мне, прикоснись, мое сердце открыто. Наполняй, о, наполняй, наполняй своей силой. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ищу Тебя, Дух Святой, аллилуйя, аллилуйя. Я так жажду встречи с Тобой. Дух Святой, аллилуйя. Дух Святой, прикоснись, мое сердце открыто. Наполняй своей силой и славой. Аллилуйя, Дух Святой. Аллилуйя, Дух Святой. Аллилуйя, Дух Святой. Прикоснись, мое сердце открыто.
Прикасайся к сердцу, к душе, к моему телу, Господь. Исцеляй, изменяй, наполняй своей славой. Аллилуйя, аллилуйя. Ищу Тебя, Дух Святой. Аллилуйя, аллилуйя. Я жажду встречи с Тобой. Господь, спасибо Тебе, Отец Небесный, за то, что можем иметь встречу с Тобою, Господь, в это утро, искать Твоего лица, Господь. Иногда мы ищем встречи с людьми, Господь, готовимся к ним, Господь. Но прошу Тебя, благослови нас, чтобы мы искали встречи с Тобою, Боже, прежде всего в своей жизни. Спасибо Тебе за то, что Ты близок каждому из нас. Я благодарю Тебя, всемогущий Бог. Спасибо Тебе за те финансы, которые Ты даешь каждому из нас, тем, что мы можем распоряжаться, Господь. Даешь здоровье, таланты, способности, которые мы можем конвертировать, Господь, в наш доход. Отец Небесный, мы видим, Господь, что Ты не смотришь на количество нулей, когда мы приходим к Тебе, Господь, но Ты смотришь на наше сердце, Господь, с каким сердцем мы приходим к Тебе, Боже. И я молю Тебя, Господь, благослови, чтобы наше сердце, оно было открытым для Тебя, Господь, Боже, всегда, Господь. Чтобы мы, Господь, искали Тебя, ходили во свете Твоем, Господь, жили по Слову Твоему, Господь, были верны Тебе во всем, Господь, во всех сферах нашей жизни, Господь. В семейных, Господь, в работе, Боже, финансовых, Господь, о том, чтобы мы доверяли Тебе, Господь, то, что мы имеем, Господь, то количество талантов, которые Ты нам доверил, Господь. Благослови нас приумножать, Господь, то, что есть у каждого из нас. Спасибо Тебе, великий Бог, будь прославлен, Господь. Мы благословляем эти финансы, Господь, пусть они пойдут на нужды церкви, Господь, для распространения Слова Твоего, Господь. Благослови каждого человека, дающего, Господь, который по вере это делает, Господь, и жертвует, Боже. Восполни всякую нужду, Господь, если у кого сегодня имеется, Господь. Мы благодарим Тебя, всемогущий Бог, за Твою верность, Господь, и за Твое обеспечение во имя Иисуса Христа. Аминь. Братья и сестры, давайте прочитаем Слово Божие. От Луки, 6 глава, 17 по 23 стихи. «И сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их». Наши маленькие дети, пожалуйста, проходите на сцену. Бабочка, да бабочка, хочу летать, как маленькая бабочка.
Ребята, есть у кого-то что-то сказать Богу? Стих или помолиться? Ни у кого? Да, хорошо, тогда помолимся за детей. Также у школьников начинается вторая четверть в школе, да, помолимся за их учебу. Дорогой Господь, спасибо Тебе за детей, Господь. Спасибо Тебе, что они в Твоем доме, Господь, слышат Твое Слово, Господь, прославляют Твое святое имя, Господь. Спасибо Тебе, Господь, что Ты всегда рядом с ними. Прошу Тебя, Господь, благослови каждого, Господь, кто сегодня здесь, кого нет, Господь. Благослови, Господь, также их учебу в школе, Господь. Благослови вторую четверть, Господь, чтобы они хорошо учились, получали только хорошие, отличные оценки, Господь. Благослови, Господь, также сегодня их урок, Господь, дай им напитаться Тобой, Господь. Говори с ними во имя Иисуса Христа. Аминь. Ярослав хочет стих рассказать. Верующие в Бога обновляются в силе, поднимут крылья, как орлы. Пойдут и не устанут, пойдут и не утомятся. Исайя 40:31. Все, можно проходить на урок. Спасибо группе прославления. Слава Богу за вас. Что поете, прославляете Господа. Объявление, 2 минуты. Ну, давайте. Доброе утро, дорогая церковь. Всегда приятно приходить в свой дом, родной, где сестры, братья свои. Так выдалось, что октябрь у меня очень такой поездка была, да, много поездок было. Была в Ухте, мы проводили там семинар для педагогов. Была в Перми. Кто еще не знает, что у меня родился еще один внук. Ему имя Тимофей. И переводится как побеждающий, верен в Боге, да, то есть как бы и хочется, чтобы наши дети действительно были верны Богу всегда. И хочу передать привет из Ухтинской баптистской церкви. Классно, там было очень душевно, духовно. И дали нам слово. Передаю привет от Святой Троицы города Перми. Вот. И когда ездишь в таких поездках, всегда прославляется такой Бог, где, как в Библии написано, церкви разные, да, служения различные, а Бог-то один. Слава Господу. Всем большой привет. Спасибо, с миром принимаем. Еще Надежда Васильевна, хороший такой пенсионер, да? Правильный. Вышла на пенсию, ездит везде. По-моему, поэтому вот берите пример с нее, когда на пенсию выйдете. Давайте помолимся за нужды, которые там есть, за людей. Поэтому важная часть. Если ты не написал, но у тебя есть человек, может быть, близкий родственник, может быть, знакомый, за которого ты хочешь помолиться, то сейчас мы давайте сделаем это. И за те нужды, которые здесь принесены, мы помолимся по вере, о том, чтобы Господь благословил. Я знаю и убежден, наверное, что у каждого из нас есть человек, который нуждается в Господе, близкий человек, который, может быть, еще не пришел. Поэтому будем молиться о них, как когда-то кто-то молился о нас. 100% о тебе кто-то когда-то молился. Это чья-то вера, это чье-то время. Поэтому, Господь, спасибо Тебе за тех людей, которые здесь принесены, Господь. И мы молимся за каждого человека, Боже. Веруем, Господь, что по молитвам, Господь, Ты действуешь на этой земле, Господь. И мы сейчас в молитве
единства, Господь, в молитве церкви, Господь. Хотим молиться о тех людях, которые написаны здесь, о тех людях, за которых мы сейчас молимся, приносим Тебе, Господь, те имена, Господь, которые нуждаются в том, чтобы Ты был близко, Господь, Ты был в сердце Божие, и Ты изменял жизни, Господь, этих людей, Господь, о том, чтобы они обрели спасение, Господь, и получили благодать Твою, Господь. Я прошу Тебя, всемогущий Бог, не оставь никого, Господь, в неведении, в темноте, Господь, но молю Тебя, Боже, открой свои двери и окна небесные, Господь, о том, чтобы все могли войти, Господь, те люди, Господь, которые еще сегодня не пришли по каким-то причинам, Господь. Молим Тебя, Господь, смягчи сердца, Господь, и обрати взор, Господь. Аминь, Господь. Также молимся о нуждах, Господь, которые принесены здесь. Я прошу Тебя, Отец Небесный, за всякую нужду, Господь, которая здесь написана, Господь. Ты Бог, который участвует в нашей жизни. И так сложилось, Господь, что когда человек сталкивается с трудностями и с проблемами, мы бежим к Тебе, Господь, и просим Тебя. И молимся, Господь, за эти нужды, которые здесь написаны. Боже, благослови, пусть приходит Твое решение, Господь. Пусть приходит мудрость для того, чтобы правильно поступить по Слову Твоему, Господь, чтобы не было лукавства в решениях, Господь, но чтобы приходил Твой ответ, Господь, Твое благословение, Твой свет, Господь. Я прошу Тебя, всемогущий Царь, будь прославлен, Господь. Участвуй в жизни тех людей, Господь, которые доверяют Тебя. Мы просим Тебя, всемогущий Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Ты как этот в фильме «Девчата» 3 раза, Иван, кашляй. Я так понимаю, ты хочешь что-то сказать? Ага, хорошо, выходи. Да просто сейчас была первая смена у меня в этот посленавигационный период. Что-то прихватило меня так. Где-то до 10 валялся просто там на 3-м этаже. Вот. А сейчас Надежда приехала, так возложила руки. Хорошо было. Ну, для повторного просто. Для повторного эффекта. Может, кто-то в зале имеет желание, побуждение выйти, помолиться за исцеление. Дух Святой так действует. Иногда ты стоишь, и тебя конкретно Господь призывает: выйди, возложи руки, помолись. Иногда мы себя ограничиваем. Нет, это не ко мне, это не Дух Святой. Но Дух Святой так работает в церкви. Когда мы слышим призыв к какому-то действию, мы должны это делать. Так, Что у тебя? Так, я так и не понял, что где-то вот здесь. Господь, спасибо Тебе за Ивана, Боже. Просим, благослови его, Господь, физическое состояние здоровья, всемогущий Бог, исцели его, Господь, прямо сейчас во имя Твое, Господь, потому что в Слове Твоем написано, Господь, мы исцелены Твоими ранами, Господь. Я прошу Тебя, пусть немощь, Господь, которая присутствует в его теле, она уйдет, Господь, и благослови его, Господь, о том, чтобы он был здоров, Господь, для того, чтобы прославлять Тебя, и в его теле, Господь, было исцеление, Господь, от всякой немощи, от всякой болезни, от всяких вирусов, Господь. Я прошу Тебя, Господь, будь милостив, пусть будет Твое исцеление, пусть будет чудо Твое, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь. Просим Тебя, верим в Тебя и уповаем на Тебя, Господь. Аминь. Благословен. Дорогая церковь, помолитесь, пожалуйста, за Ксению Жукову, это бывшая супруга у Сергея. Многие удивляются, что, как можно общаться с бывшей женой, но, тем не менее, у них общие дети, и я этому не препятствую, и мы очень хорошо с ней общаемся, но случилось такое горе. В пятницу она похоронила маму, мама у нее заболела, она получила инсульт, очень долго она мучилась, в больнице ей делали операцию, врачи боролись, но, к сожалению, она не выжила. И молитесь, пожалуйста, чтобы Бог ей дал силы. У нее 4 детей, чтобы она справилась со всем этим. Спасибо. Как зовут? Ксения. Господь, молимся за Ксению, Господь, которая переживает время утраты, Господь, близкого человека. Отец Небесный, благослови ее сердце, Господь, помоги ей справиться, Господь, с этими обстоятельствами. Боже, будь утешителем, Господь, в этой ситуации.
Пусть рядом будут близкие люди, которые могут поддержать, Господь, которые могут помочь, Боже, преодолеть эту трудность, Господь, это горе. Молимся за веру, Господь, о том, чтобы у нее была мудрость для того, чтобы правильные слова сказать для нее, слова поддержки, ободрения, Господь. Молимся, Господь, благослови Ксению также, чтобы обратилась к Тебе, Господь, получила спасение, Господь, имела веру, Боже, в это время, Господь. Мы просим Тебя, Отец Небесный, Господь, работай в ее сердце, огради и помоги, Господь, чтобы все прошло, Господь, хорошо, Боже, Господь, в этой ситуации. Но дай ей, Господь, найти силы внутри себя для того, чтобы продолжать жить, Господь, воспитывать детей, Господь. Молимся о Твоем водительстве в ее жизни, Господь, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Богу. Еще там сказала Софья, что каникулы закончились, но посмотрите на сайтах, не во всех школах каникулы закончились, в каких-то карантин продолжается, поэтому кто-то послезавтра в школу не пойдет. Эта информация тоже есть, наверное, на сайтах школ. А сейчас давайте помолимся за именинников, у кого, если было день рождения. Королевой Насти. Поздравляем ее. Так куда она делает? Королева Анастасия, мы знаем, и веди с собой Ивана. Нету сегодня, уехал. У них, по-моему, разница, или у них в один день. В один день у мужа и жены. Только у нее, да? Василий Алексеевич уехал в Нившеру. Она с детьми на урок пошла. Господь, благослови Анастасию, сестру нашу, Господь. Спасибо Тебе за ее верность Тебе, Господь. Спасибо Тебе за то, что можем благословлять ее, Господь, церковью, о том, чтобы ее жизнь, Господь, она была наполнена Твоим светом, Твоей любовью, Господь, и дальше. До сего дня Ты вел ее, сохранил ее, Господь, уберег ее, Господь, и дал ей, Господь, иметь отношения с Тобой, Господь. Мы просим Тебя, Отец Небесный, благослови, чтобы предстоящий год в ее жизни, он также был наполнен, Господь, радостными моментами, встречами, Господь, откровениями от Тебя, Господь, о том, чтобы она имела благодарное сердце, как и прежде, Господь, благодарила Тебя и смотрела с оптимизмом вперед, Господь, и благослови все, что она делает, Господь, в семье, по дому, Господь, пусть будет успех, пусть будет, Господь, то, что она будет видеть результат, Господь, того, что она делает, и воспитание своих детей, то, что хотя они и большие, Господь, но также нуждаются в наставлении матери, дай им мудрости в этом, Господь, и благослови ее также продолжать быть хорошей женой, Господь. Благословляем Ивана Валентиновича, Господь, который также отпраздновал день рождения, Василия Алексеевича, благослови их, где они сейчас находятся, будь с ними, Господь, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. С Василием Алексеевичем тоже мы как-то на неделе пили чай и общались. И такая тоже интересная момент о том, что позвонила бабушке знакомая с деревни и говорит: Таня, вот у тебя, говорит, у одной муж-то живой. Василию Алексеевичу 74 года исполнилось. И на самом деле, я не знаю почему, как это работает, но это факт, с который нужно принять. В России мужчины живут на 10 лет меньше, чем женщины. Поэтому, женщины, продолжительность жизни мужчин напрямую зависит от вас. И если вы хотите, чтобы ваши мужья жили долго, заботьтесь о них, и тогда Господь, возможно, продлит нашу жизнь мужскую. Поэтому это как бы такой тоже интересный момент. Слава Богу. А сегодня словом будет делиться Алексей Личенков, поэтому, Алексей, тебе микрофон.
Всегда беру пример у Давида. Давид ходил в том, в чем было удобно. Мне удобно говорить в этот микрофон, потому что я в него уже столько лет пою. Прятаться за этим пюпитром. Давайте сначала, сидя, помолимся о том, чтобы Господь говорил к нам. Не я говорил. Чтобы Дух Святой говорил нам сегодня в сердца наши. У меня вообще, как говорится в одном Ералаше, у меня нет слов, но надо было подготовиться, да? Ну, тогда прощай, Вася, да? Господь, прошу Тебя, благослови это время. Благослови сейчас всякое сердце, слушающее Тебя, открытое для Тебя. Благослови нас, чтобы мы, каждый из нас, слышали Духа Святого, что Ты хочешь сказать в наше сердце глубоко-глубоко, чтобы нам было действительно понятно, что это Ты говоришь, что Ты открыто говоришь к нам, что Ты действительно заботишься о нас, любишь нас, понимаешь и на каждом уровне говоришь каждому из нас, куда, что нам делать, куда идти, о чем молиться, о ком молиться, как молиться. Прошу Тебя, благослови сегодняшнее наше собрание, живых братьев и сестер. Мы приходим к Тебе с открытым сердцем, приступаем к Тебе, камню живому, во имя Иисуса. Сегодняшняя тема проповеди, если так можно назвать, я бы хотел сказать лучше, беседы. Я бы так назвал, что новая заповедь. Новая заповедь. Однажды Иисус сказал ученикам, здесь такая обстановка, хотелось бы, конечно, приблизить эту обстановку, как это было на Тайной вечере. Мы можем представить убранная, устланная горница. Наверное, там немного света было. Все сидели за столом, а может быть, просто возлежали и слушали Иисуса. Там был и Иуда тоже, да? Но, знаете, когда он говорил о своей новой заповеди, Иуда уже ушел. И вот он говорит ученикам своим: «Я даю вам новую заповедь. Любите друг друга, как я вас полюбил». Кстати, я буду пользоваться новым переводом, а вы можете сравнивать на синодальном. Это Иоанна 13:34. «Я даю вам новую заповедь. Любите друг друга, как я вас полюбил, так и вы любите друг друга». Я смотрел разные высказывания отцов церкви. Они немного говорили, не были многословны. Иоанн Златоуст, допустим, говорит, что ну какая же это новая заповедь? Мы уже знаем, что надо любить. И Иисуса спрашивали, да, законники, какие заповеди самые главные в законе? И мы все помним, да? Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением, да? И возлюби, и подобно ей такая же сильная, мощная заповедь. Возлюби ближнего своего, как самого себя. И подтверждение Галатам 5:14, где апостол Павел, а апостол Павел, мы знаем, он кто был? Еврей из евреев, который знал Тору вдоль и поперек. Он сказал, что вся суть закона заключена в одном повелении: люби ближнего твоего, как самого себя. И давайте, как подтверждение, откроем Левит, 19 глава, 18 стих.
Там написано: «Не мсти и не таи злобы на соплеменника, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Это первое упоминание заповеди о любви к ближнему. И в этой же главе интересное дополнение. Левитам 19 глава, 34 стих. «К чужеземцу, живущему с вами, следует относиться как к уроженцу страны. Любите его, как самого себя. Ведь и вы были чужеземцами в Египте. Я Господь, ваш Бог». Давайте немножко остановимся, поразмышляем. Апостол Павел говорил, что вся суть закона в одном повелении: люби ближнего твоего, как самого себя. И многие исследователи говорят, что закон не соблюдался. Как будто фарисеи и прочие священники, они как будто забыли самую главную заповедь, что любить ближнего своего, как самого себя. И любить даже чужестранца, который живет с тобой рядом, может быть, другого цвета кожи, другой национальности, может быть, плохо знает твой язык, но нужно было любить его как самого себя. Мы видим в заповеди Иисуса Христа, в новой заповеди, еще раз к ней вернемся: «Я даю вам новую заповедь. Любите друг друга». Здесь уже идет подмена. Не любите ближнего, а любите друг друга. Получается, что по старой заповеди «люби ближнего», значит, там был какой-то и дальний. Дальнего можно, может быть, не совсем любить, это уже такие мои 3 копейки, Сегодня иногда буду вставлять, так что простите меня, если где-то, может быть, расходятся мнения мои, ваши. А здесь сказано: любите друг друга. Как будто Господь говорит только к друзьям. Не только к ближним, но просто одни ближние у него. Одни ближние. И, как, может быть, уже кто-то заметил, в этой заповеди появляется сам Господь. «Как я возлюбил, как я полюбил». Это новое. Это пример. И давайте посмотрим, в чем разница. Давайте поразмышляем. Если любить ближнего как самого себя, это значит не желать. Это как золотое правило, помните, Не желай другому того, что не желаешь себе. И наоборот, то, что себе желаешь, пожелай другому. И если в простоте сердца сказать: своя рубашка ближе к телу, то мы себя все равно любим больше, чем даже ближнего своего. Это мы видим как бы и в притче о добром самарянине, когда и левит, и священник прошли мимо человека, который уже умирал, которого разбойники уже практически убили, они прошли мимо. Что-то в их сердце не ёкнуло помочь этому человеку. Но какой-то самарянин, который для иудеев был как язычник, просто помог ему. Давайте разберем это место стиха, как Господь нас полюбил, или как Он полюбил апостолов. Мы-то знаем, что апостолы видели Иисуса Христа, видели Его заботу. Мы можем только, читая из Евангелий, из наблюдений апостолов и из посланий, мы можем как-то немножко почувствовать эту любовь, через стихи из Библии. Сегодня поэтому будем много читать. Но много вас не задержу.
И давайте вспомним наизусть этот стих, который мы все знаем уже, наверное, с самого начала нашего хождения. Иоанна 3,16. «Ведь Бог так полюбил этот мир, что отдал Своего единственного Сына, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь». Каждый из нас его знает наизусть. Я думаю, в принципе, все понятно, и мы можем так просто еще раз поразмышлять, как вот Господь смотрел на нашу землю, смотрит на нас до сих пор и сжалился над нами. И сам Иисус, мы знаем, Он пошел добровольно. И хотелось бы такое отступление сказать. Вот, знаете, можно много говорить о Боге, о Его любви. И когда мой учитель по семинарии говорит, я когда был в Германии, там была христианская библиотека, и там у немцев все четко. Все стеллажи одинаковой длины, одинаковой ширины. Все там квадратно, все прямоугольно. Легко было посчитать. Он один стеллаж посчитал, сколько метров, сантиметров, сложил. Если, говорит, сложить все вместе стеллажи, ну и как бы книги поставить в ряд, то это было бы 20 километров только в одной библиотеке. 20 километров литературы о Боге. Вы представляете? Когда я узнал в семинарии, что был такой Карл Барт, который тоже много размышлял о Боге, такой теолог мощный, и у него там 50 томов о Боге. Я так удивился, я думал, что больше Ленина никто не написал. Ленин там где-то 22 тома или сколько, кто помнит, или 25. Но это 50 томов. Это сколько можно было бы писать еще при свечах? Это же не печатали, не на диктофон наговаривали. Сколько труда. И представьте, если бы он начал читать. А кто-нибудь читал «Война и мир»? 4 тома. Вот, есть человек. Я смог только прочитать 3 тома, 3,5. И то потому, что я был в больнице со сломанной ключицей, и у меня было время. Что делать? По программе задали. И потом я помню тетрадка, которая 12 листов, я все мелко исписал сочинение. Мне там, помню, 4 пятерки, что ли, поставили. Ну, потому что я знал, что писал, потому что читал. Но у нас был вообще один человек, который 18 листов исписал. Я думаю, ну вот это да, вот это он переплюнул меня. Но не лежал в больнице. Всегда найдутся люди, которые умнее нас, да? Римлянам 5:8. Апостол Павел. Сегодня будет 3 апостола. Апостол Петр, Иоанн и Павел, которые будут говорить немножко нам. Раньше, наверное, в те былые времена, когда не было особо проповедников, читали послания, да? Какой церкви и апостол Павла, и начинают читать, и размышляют там, может быть, да? И вот апостол Павел в 5 главе 8 стихе нам говорит: «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Когда нам не всегда, от нас всегда ускользает понятие любви. Любовь — это такое, может быть, абстрактное чувство для некоторых. И мы всегда заглядываем в Библию, мы как евреи хотим узнать практично, что нам делать, как нам быть, более конкретно. И вот еще раз представим
апостолов, да, которые столько рыбы вытащили, видели, сколько Иисус накормил голодных и бедных, да, там 5000. Видели, как Он исцелял хромых, слепых, мертвых. Они удивлялись, какая сила, какая мощь. По воде ходили, да? Обещал горы научить переставлять. А тут в последний час своей жизни Иисус говорит о самом важном, о самой сердцевине, о самом главном. Одно, новую заповедь даю вам. Я подумал, а это не 11-я ли заповедь? Иисус ведь сказал, что Он пришел исполнить закон, а не нарушить, не уничтожить. Возможно, это как дополнение такое. И у меня сразу мысль такая, что мы в советское время от головы что принимали? Цитрамон и все, да? Ну, в основном цитрамон, там, анальгин, там, что-то еще. Знали-то пару лекарств. А от другого помогала зеленка, там, да? Йод. Сейчас, ой-ой-ой-ой, сколько рекламы. И миг голова не болит. И еще, найзы всякие и тому подобное. Реклама. Но я думаю, что Господь дал совершенные заповеди. Не нужно было дополнений. Просто Он пришел. И это засияло новыми красками. То есть это новое понятие. То есть Он говорит, потому что каждый любит себя по-своему. Кто-то себя даже ненавидит, да? Кто-то жизнь самоубийством заканчивает. Поэтому как любить ближнего, как самого себя? Поэтому Иисус переключил внимание на самого себя. Посмотрите, как я полюбил вас. Так и вы любите друг друга. Сейчас мы идем, можно сказать, в сердце Господа. Давайте прочитаем апостола Иоанна. Мы знаем, что это его зовут как бы апостол любви, который на груди у Иисуса Христа мог лежать. В его не каждый мог, даже как бы Петр не любил, он не мог прильнуть к груди Иисуса Христа. И вот апостол любви, Иоанн, который больше всех говорит о любви Божьей. Давайте прочитаем отрывок с 1 Иоанна, 4 глава, с 7 стиха, в современном переводе. «Дорогие, будем же любить друг друга, потому что любовь от Бога. И каждый, кто любит, рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не знает Бога, потому что Бог есть любовь. Бог проявил свою любовь к нам в том, что послал в мир своего единственного Сына, чтобы мы через Него получили жизнь. Любовь заключается не в том, что мы полюбили Бога, но в том, что Бог полюбил нас и послал своего Сына в умилостивление за наши грехи. Дорогие, если Бог нас так любит, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Но если мы любим друг друга, то в нас живет сам Бог. И Его любовь в нас совершенна. Он дал нам от Своего Духа. И поэтому мы знаем, что мы в Нем, а Он в нас. Мы сами видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем мира. Кто признает Иисуса как Сына Божьего, в том пребывает Бог. И сам этот человек в Боге. Мы узнали и поверили, что Бог нас любит. Бог есть любовь. И тот, кто пребывает в любви, пребывает в Боге. И Бог пребывает в нем. Любовь достигла среди нас совершенства.
Так что мы можем со всей уверенностью встречать день суда. Потому что каков Он, таковы и мы в этом мире. В любви нет страха, но совершенная любовь прогоняет страх. Потому что страх связан с наказанием. И кто боится, тот еще не достиг совершенства в любви. Мы любим потому, что Он первый нас полюбил. Кто говорит «я люблю Бога», но ненавидит своего брата, тот лжец. Кто не любит своего брата, которого он видел, тот не может любить Бога, которого не видел. И вот повеление, которое Он нам оставил: кто любит Бога, тот должен любить и своего брата. Мы уже не один раз слышим, что Бог первый полюбил нас, что Бог полюбил нас, когда мы еще были грешниками. Не в том любовь, что мы Его полюбили, а в том, что Он нас полюбил. Пусть это нам будет хорошим напоминанием, что Господь нас любил тогда, когда мы еще не сделали ни одного греха, а потом сделали кучу грехов, и Он все равно нас любил. Так и мы должны любить друг друга, если даже человек не совсем, как нам кажется, хорош. Рассмотрим 3 часть стиха: «Так и вы любите друг друга». Немного более практичного как-то для нас. Как же нам любить-то друг друга? Опять обратимся к апостолу Павлу. Филиппийцам 2 глава с 5 стиха. Современный перевод. «Ваш образ мыслей должен быть таким же, как и образ мыслей Христа Иисуса. Он по природе Бог, не держался за равенство с Богом, а наоборот, унизил себя, приняв природу раба. Он стал подобным людям. Став и по виду как человек, Он смирил себя и был покорным до смерти, причем смерти на кресте. Поэтому Бог возвысил Его и дал Ему имя выше всех имен, чтобы перед именем Иисуса преклонились все колени на небесах, на земле и под землей, и чтобы каждый язык признал во славу Бога Отца, что Иисус Христос есть Господь». Аминь. Но совсем практично, что каждый день мы переносим какие-то скорби, будь то болезни, будь то проблемы какие-то нас тяготят. Нам нужно переносить скорби, говорит апостол Петр. Даже если несправедливые. 1 Петра 2:21. К этому вы были призваны, потому что и Христос пострадал за вас, оставив вам пример, чтобы вы следовали по Его стопам. Мне бабушка всегда говорила, я это запомнил: Бог терпел и нам велел. И это так утешало. Бог терпел и нам велел. Вернемся к апостолу любви. Вернемся на Тайную вечерю и посмотрим о том, что Иисус учил интересно, о некотором интересном моменте. Он учил учеников. Иоанна 13 глава с 13 стиха. «Вот вы называете меня учителем и Господом. И правильно, потому что я и есть учитель и Господь. Поэтому, если я, ваш Господь и учитель, омыл вам ноги, то и вы тоже должны мыть ноги друг другу. Я показал вам пример,
чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Говорю вам истину, слуга не больше своего господина, и посланный не больше пославшего его. Если вы это знаете и так поступаете, то вы блаженны. Вот так раз, а мы ноги-то не моем, но мы знаем, есть церкви, которые омовенцы, они моют ноги, а может быть мы грешим, а давайте-ка поразмышляем на эту тему. Я заглянул в Библию так глобально. Мыл ли кто-то ноги? И вот помните Иосифа, да? Иосифа, которого братья предали, и когда он стал там почти фараоном, и вот пришли к нему братья, и написано, он подал им воды, и они мыли ноги. То есть к нему в офис, так скажем, да, в его палаты нужно было с чистыми ножками прийти. Помним, когда Авраам послал своего раба, чтобы выбрать жену к Лавану. Помните, да? К Лавану они пришли. Лаван — это брат, да, был у Якова. Да? Сейчас не буду ничего говорить. В общем, был такой Лаван, который накормил, дал сено верблюдам и подал воды, чтобы они умыли свои ноги с дороги. То есть мы немножко можем понять, что обычаи того времени, что люди ходили по пыльным дорогам, в сандалиях, без носков, заходили в дома. Я думаю, что там полы не были такие гладенькие, как у нас. Там очень трудно было убирать. Вот у кого есть бетонные полы, попробуйте помести. Это будет такая пылища, да, дома. И вот там, наверное, был такой обычай, чтобы мыть ноги, чтобы хоть пылищу не разводили. Даже в палатах у Иосифа. Так нужно было. И вот Иисус говорит, ничего не поменялось, столько тысяч лет прошло там, или 100 там, да? Мойте ноги. Но он перед этим сказал, разумеете ли, что я сделал вам? Помните, как Петр противился? Давайте представим вообще. Они пришли в эту горницу. Иисус сказал там, да, пойдете туда-туда, там будет человек, там он вам там подскажет, где там, куда идти, где приготовить вечерю. И почему этот человек не выставил воды для ног? Может быть, так Иисусом было задумано. То есть, представляете, апостолы пришли на эту тайную вечерю, великую вечерю всех времен. Самое главное там, чтобы услышать, с грязными ногами, а? В эту убранную, светлую горницу. И вот Иисус решил до конца, чтобы они были полностью чисты. Снял с себя, да, одежду верхнюю, как бы образом раба. То есть они все понимали, что в те времена рабы могли только мыть ноги господ. То есть они в то время испытали себя какими-то господами. И они удивились, когда сам Господь, которого они уже принимали Господом своим, умывает им ноги, то они испытали какой-то стыд, что они кем-то хотели стать недавно еще только в Царстве. Господь, кем я буду, каким министром, где, по какую сторону я буду сидеть. А тут они увидели, что сам Господь служит и говорит, вы не больше меня. Если я вам умыл ноги, то и вы должны делать. Как мы сегодня можем мыть ноги? Если я сейчас начну... Кто-то скажет, да ты зачем? У меня такие начищенные лакированные туфельки. Все помыто. Но так приятно видеть, что иногда кто-то со шваброй здесь раз пробежал, увидел у кого-то грязь, да? Кто-то незаметно, кто-то убирается. Кто-то же убирается здесь. Мы даже не знаем. Слава Богу, что мы можем послужить. Но еще есть
Но это хороший. Я бы ответил на этот вопрос, нужно ли мыть ноги, двояко. И да, и нет. То есть попробовать можно. Мы пробовали, и это очень долго. На самом деле это очень долго. Это можно, вот если сейчас начать, с водой тут ходить и так далее, мыть ноги, часа 2 можно друг другу мыть ноги. Я знаю, как это мыть, и знаю, как люди вот никогда не мыли ноги друг другу, с такой любовью чуть ли не целуют эти ноги, братья и сестры, так радостно, так испытайте когда-нибудь. Вот кто-то, может быть, сделайте это на ячейках, попробуйте. Это просто невероятное чувство. Поэтому я не против. Но вот давайте прочитаем нашего апостола, язычников, апостола Павла, что он говорит 1 Коринфянам 13 главе, первые 3 стиха. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, но во мне нет любви, то я в таком случае не что иное, как звенящая медь и как бряцающие тарелки. Если у меня есть дар пророчества, и я знаю все тайны, если мне даны все знания, и у меня есть вера, способная передвигать горы, а нет любви, то я ничто. Если я раздам все свое имущество и отдам мое тело на сожжение, но во мне нет любви, то ничто мне не поможет». Другими словами, он сказал, если я буду внешне только подражать, механически копировать, не имея внутри себя тех же чувствований, вот которыми апостол же Павел говорит, имейте чувствование Христа, то есть нужно иметь эти чувства внутри. То есть если ты будешь ноги мыть, да чтоб тебя, внутри жесткий ты, и у тебя, не пробьет тебя, может быть, да? То есть это будет бесполезно, это будет просто религиозный обряд. То не будет никакой пользы. И уже в заключении хочу говорить, еще раз вернемся еще раз на Тайную вечерю. Иоанна, 15 глава. Иисус как будто им одно и то же говорит, чтобы они не забыли. Знаете, вот у меня на работе, не на моей работе, а на работе у моей жены, допустим, приходят какие-то бабушки постоянно. И вот им говорят, вот нужно делать то-то и то-то и то-то. Что? Вот надо сделать то-то и то-то. А повторите еще раз. А вот надо то-то и то-то и то-то. То есть по 3 раза, говорит, железно надо повторять. Потому что человек сразу не схватывает. И вот такое ощущение, что Иисус повторяет и повторяет. Вот мы уже с 13 главы, уже перешли 14, 15. Вот моя заповедь. Он снова начинает. Любите друг друга, как я вас полюбил. Никто не может любить больше, то есть уже пояснение идет, да, чем тот, кто отдает жизнь свою за друзей. Для меня стало небольшим откровением. Представляете, он ставит любовь, вот выше этой любви нет, чем отдать жизнь свою за друзей. Оказывается, нету. Ничего еще выше, больше не придумано и не будет выше этой любви. Поэтому Иисус как бы забрал этот венец. Он сделал это первым и показал нам. Если вы делаете то, что я вам повелеваю, то вы мои друзья. А что он повелевает? Любите друг друга. Это не просто как на свадьбе, знаете, любите друг друга и в горести, и в радости. Любите друг друга. Это просто повеление. Это приказ. Это самое главное. Не главное, как бесов изгонять. Не главное, сколько ты гор переставил в своей жизни. Самое сердце. Из самого сердца он говорил к ним. И он сказал, я вам притчами уже не говорю. Я говорю вам прямо. Но вы всего уже вместить не можете. Этого было достаточно, одной заповеди.
новая заповедь. Опять повторил он, новая заповедь. Я больше не называю вас слугами, потому что слуга не знает, что делает его хозяин. Но я называю вас друзьями, потому что все, что я услышал от моего отца, я открыл вам. Все, что нужно было нам открыть, Бог открыл. А что же Он нам открыл? Не так уж и много. То, что Иисус есть Сын Божий, что Он нас возлюбил. Этого достаточно. Вы, повторяет опять, вы меня не выбирали. Я сам вас выбрал и назначил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы ваш плод выдержал испытание временем. Тогда Отец даст вам все, о чем бы вы ни попросили Его во имя Мое. И подвершает опять, я заповедую вам, чтобы вы любили друг друга. Немножко раньше он сказал, но я как бы это переставил чуть-чуть. Мы иногда хотим, как на коне, быть такими благовестниками, быть свидетелями, и учим только это, как свидетельствовать о Боге, как говорить о Нем. Целые семинары проводим, да? А Иисус просто сказал в 13 главе 35 стихе, «Все узнают, что вы мои ученики, если вы будете любить друг друга». У вас не было такого чувства иногда? Вот я сейчас расскажу о Боге, а приду в церковь, мне стыдно приводить людей в нашу церковь. Не было такого иногда? Думаешь, не сразу человек может принять тех, которые там. А почему? А потому что иногда, как Саша говорил, мы иногда забываем поздороваться. Это, кстати, сказал один священник, когда его спросили, как я могу отдать жизнь свою? Я хочу отдать жизнь свою за друзей. Он говорит, давайте начнем сначала. Давайте начнем с уважительного отношения, с внимания к человеку. Просто иногда поздороваться, улыбнуться, просто быть более внимательным к человеку, приветливым, что ли. Это азы, это начало. И давайте все вместе попробуем, как апостол Павел говорил всем своим слушателям, которые читают, будут читать его, филиппийцам, а мы как будто как апостол Павел. Вот у меня такое желание возникло и не исчезло, чтобы мы вместе сказали, вместе с апостолом Павлом. Филиппийцам 1 глава с 8 стиха, 3 стиха, да, вот 4. «Бог свидетель тому, как я люблю всех вас любовью Иисуса Христа». Давайте скажем, Бог свидетель тому, как я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. И я молюсь о том, чтобы ваша любовь возрастала. И я молюсь о том, чтобы ваша любовь возрастала. Это мы желаем друг другу. Обогащалась знанием и всякой рассудительностью, чтобы вы могли определить, в чем заключается лучшее для вас, чтобы вы были чисты и беспорочны в день Христа и принесли плод праведности, который появляется через Иисуса Христа
А для чего? Для прославления Бога, и хвалы Ему. Слава Ему, слава нашему Богу, мы Его прославили. Господь, действительно, будь прославлен в наших сердцах. Мы благодарны Тебе, Господь, за этих апостолов, которые донесли нам о Твоей любви. И мы принимаем эту любовь и благословляем друг друга. И мы принимаем эту заповедь — любить друг друга, как Ты возлюбил всех нас. И помоги нам всегда помнить, что Ты это сделал первый. А мы не выбирали Тебя, Ты выбрал нас. Спасибо, что Ты нас привел сюда. Спасибо, что Ты нам говоришь это сегодня. Спасибо, что Ты оказываешь нам честь и любовь и прощаешь все наши беззакония. И через покаяние мы узнали, через примирение с Тобой мы узнали, что за чудесная Твоя любовь, что Ты нам дал Духа Святого, который наставляет нас на всякую истину. Помоги открыть нам и дома еще, может быть, читать и славить Тебя, насколько Ты любишь нас. И что самое главное, чтобы мы любили друг друга. Пусть это будет нам в нашем глубоко сердце, в наше сознание проникнет, чтобы мы помнили всегда об этом, прежде чем гору переставлять, прежде чем ноги помыть, прежде чем что-то сделать, что делали это я с любовью. Поэтому, Господь, благослови каждого из нас, всех слушающих, видящих и ищущих Тебя, чтобы мы возрастали в любви Твоей. Господь, слава Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава Богу. Спасибо, Алексей. Наверное, это самое вроде бы и простое, но в то же самое время самое сложное — проявлять любовь. И в Библии написано, что не будь никому должен ничего, кроме взаимной любви. Поэтому будем любить друг друга. Не знаю, что там Алексей говорил, что кого-то привести стыдно, не стыдно, нормально все. Надо любить друг друга. Мы тут на небо же готовимся вместе в вечность, да? Если тут любить друг друга не будем. Понятно, что все мы может, меня и не все любят там. Есть там особенность характера или тип личности такой, да, вот и этого люблю, вот этого, не всегда через день, там, 5 минут достаточно. Но в этом-то есть и сила Божья. Любить через силу, через боль, да, через страдания иногда. Любить хорошо, когда к тебе что-то хорошее говорят, а когда тебе говорят плохое, там первая реакция — это гнев, возмущение, справедливость должна восторжествовать, наказание, а потом уже через недельку любовь подтягивается. Я же все-таки в церковь хожу, да? А должна наоборот быть реакция в тебе, когда что-то произошло в твоей жизни, неординарное. Может, тебе имущество повредили. Может, тебя соседи затопили. Да? И их тоже надо любить. Несмотря на счет, который ты им выставил, да? Так бывает, так происходит. Иногда нам нужно проявлять, тренироваться, упражняться в этом. Это такое качество хорошее, которое мы должны испытывать. И это трудно, это не просто проявлять любовь к человеку, каждому, которого ты знаешь, которого ты не знаешь, который тебя любит, который тебя, может быть, не понимает, который тебя не любит, может быть. И это Христос, Он проявил в себе о том, что Алексей прочитал, Он умер за всех людей, когда они все были грешниками. Он умер за нас, когда мы еще не ходили в церковь, нас еще не было. И Господь совершил эту жертву, принес себя, и это христианство, Он пострадал за всех людей. Поэтому, слава Богу,
И у нас есть время и место, где мы можем проявлять любовь. Это наша семья, это наша работа, это наши дети, это наш город, в котором мы живем, и люди, с которыми мы общаемся. И поэтому будем завершать собрание. Но еще одно объявление. В четверг в 7 часов будет вечер молитвенный, хвалы и поклонения. Поэтому, если ваше сердце открыто, время свободно, мы вас приглашаем в 7 часов вечера для того, чтобы быть здесь, молиться, славить Бога. Можете поставить себе в календарь и приходить сюда. С миром Божьим благословите друг друга и будем любить людей.